Всякі якісь болячки цепляються до нього. Він як був вдома, був здоровий. 16 января подконтрольный Кремлю Раздольнинский суд приговорил Владимира Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. Его обвинили в хранении боеприпасов. Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская презентовала накануне в Москве свои мемуары под названием «Преданность вере и Отечеству». Поклонская куда-то сдулась, как говорила. Не, я не сдулась. Я сидела, писала, а книгу, ну откуда, с какой стороны к ней-то подходить? И ко мне пришли сотрудники из издательства и предложили. Я говорю, слушайте, да я с удовольствием, только покажите, как это делается. В книге собраны статьи, выступления и интервью Поклонской. Авторы последних заявляют о нарушении авторских прав. На презентации они спросили у депутата, как такое произошло. Ямочный ремонт на улицах Симферополя подконтрольные Кремлю городоначальники обещают начать в марте этого года. Об этом сообщает Первый Крымский канал. Начало работ запланировано на середину-конец месяца в зависимости от погодных условий. Ремонт проведут струйно-инъекционным методом при помощи специальной техники. Также задействуют технологию литого асфальта. Для поставки асфальтобетонной смеси и проведения работ заключат ряд договоров с подрядчиками. На все выделят 150 миллионов рублей из городского бюджета и 1 миллиард из бюджета полуострова. В аннексированном Крыму полиция нашла пропавшую в декабре 14-летнюю школьницу. Об этом 8 февраля сообщила пресс-служба управления МВД России по Крыму. По информации полицейских, девочка пропала 25 декабря прошлого года в Красногвардейском районе Крыма. Установили, что она направлялась в Симферополь. Потом по мобильной связи удалось с ней связаться, но школьница сообщила полицейским, что находится в Ялте у своей подруги и возвращаться домой не хочет. Правоохранители установили местонахождение школьницы в Керчи и доставили ее домой. И установили, что в Ялте девочка не была, сказала так, чтобы ее не нашли. Кандидат в президенты России Ксения Собчак извинилась перед США за возможное вмешательство Москвы в выборы американского президента. В эфире телеканала CNN она заявила, что если российские хакеры действительно влияли на выборы, то, цитирую, ей очень жаль. Собчак также призвала не изолировать Россию, но предоставить ей возможность больше участвовать в международных процессах. Ксения Собчак находится в Соединенных Штатах Америки, куда она поехала, чтобы наладить неправительственные связи с американской администрацией. С 11 января 2018 года подконтрольные Кремлю власти Севастополя начали реализовывать на мысе Фиолент проект реконструкции и благоустройства территории, прилегающей к монастырю Святого Георгия. Заказчик проекта – Российское государственное казенное учреждение «Капитальное строительство». Об этом сообщает корреспондент Крым-Реалии. На территорию степного участка плато мыса Фиолент завезли строительную технику, экскаваторы и бульдозеры, роют траншеи под трубопроводы, вырыли котлован глубиной 5 метров под очистные сооружения для террасы монастыря. Снимают верхний слой грунта, устроили склад стройматериалов, залили несколько бетонных фундаментов для капитальных строений, огораживают территорию плато от панорамного вида на море. Представители застройщика сообщили корреспонденту, что на плато будет построено несколько стоянок для туристических автобусов, торговые точки, капитальные беседки от ветра и дождя, разбиты клумбы, установлен забор за воротами с калиткой. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 4 градуса, на Чонгаре и в Новоалексеевке также 4 тепла. Керченская паромная переправа возобновила работу и функционирует по факту погодных условий. Все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Макрушиным. В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Всем привет, это радио Крым Реалии. У микрофона сегодня дежурит Сергей Макрушин, в том числе и для того, чтобы напомнить вам, что вы можете слышать нас каждый день на частоте 549 кГц, 8:35 и 13:10. Такое время должны показывать ваши часы, если вы слышите нас в Крыму, если вы слушаете нас на материковой части Украины. Для вас время 7:35 и 12:10. На частоте 105,9 FM вы можете слышать нас круглосуточно. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте Крым Реалии, где вы без труда найдете подборку всех наших радиопрограмм. Крымчане могут бесплатно звонить нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины, мы ждем ваши звонки на номер 044 490 2905. Тема дня. Итак, диктатура прорабов, так мы назвали сегодняшний эфир. И действительно, если вы внимательно следите за теми темами, которые мы поднимаем в наших программах, действительно может сложиться такое ощущение, что на Крымском полуострове сейчас безраздельно властвуют застройщики, и им позволено многое. Начиная от террора, да, жителей местности под Евпаторией, там, где находится лиман с лечебными грязями, и там, где администрация ведет борьбу за застройку этого лимана, и вот местные жители страдают от этого, как говорилось в нашем эфире, просто люди в масках приезжали и били людей, чтобы они не участвовали в общественных случаях. Есть история с группой компании «Монолит», которая запугивает всячески участников поляны протеста Стрелковая. Есть история севастопольского журналиста, российского журналиста издания «Примечания» Евгения Гайворонского, которого преследуют тоже застройщики. Он был недавно избит. Вот почему на полуострове позволено так давить на общественных активистов, тем, кто занимается застройкой, кто и как застраивает Крым. Об этом поговорим после сюжета, подготовленного моими коллегами. Крым в центре внимания. В начале февраля крымский журналист Евгений Гайворонский сообщил о своем избиении в центре Ялты. По словам потерпевшего, в тот день он спешил на встречу с читателем, поговорить о предстоящем ремонте в городском парке. Из-за застройки жители ближайших домов рискуют остаться без газа. Иду и чувствую, что сзади что-то происходит, и тут меня ударом ногой в спину сбивают с ног. С оскорблениями, с ругательствами в мой адрес начинает меня человек бить кулаком по голове и по спине. И как только я пытаюсь как-то ситуацию урегулировать, спросить, кто этот человек и чего он хочет, как он неожиданно подскочил и убежал. Скрылся в ближайшем переулке. Возможно, кто-то его спугнул в этот момент. Гайворонский считает организатором нападения ялтинского застройщика Дмитрия Тюкаева. Конфликт между журналистом и бизнесменом длится уже несколько месяцев. Предприятие Тюкаева строит коммерческое жилье в прибрежных регионах полуострова, и не все местные жители этим довольны. Кто-то опасается, что из-за проведения строительных работ уже существующим домам грозит обрушение. Сам Тюкаев неоднократно реагировал на критику журналиста на своей странице в социальной сети, намекая на то, что своими материалами Гайворонский преследует собственные интересы. Вот смотрю я за этим клоуном и понимаю, что никогда он не станет полноценным журналистом. Вечно куда-то бежит, торопится, догоняет вчерашний день. Как говорится, не догоню, но хотя бы согреюсь. Кстати, о греве. Интересно, кто его греет, то есть спонсирует? Смотрю, возит его на дорогих машинах. Если звезда зажигает, значит это кому-то нужно. Интересно, кому? Я бы такому журналисту ни копейки не дал. В октябре прошлого года журналист заявил о том, что ему начали поступать угрозы об убийстве. После этого Гайворонский был вынужден выехать из своей квартиры и некоторое время жил у друзей. После избиения журналист обратился в полицию. По его словам, голос нападавшего похож на тот, который в январе угрожал ему по телефону. Гайворонский также уверяет, достаточно хорошо его запомнил и сможет опознать. При этом в пресс-службе крымского главка МВД России затруднились ответить, будут ли расследовать факт нападения на журналиста. Крым в центре внимания. Такая история журналиста Евгения Гайворонского, который впал в немилость одному из крымских застройщиков, и вот что из этого вышло. Мы связывались перед нашим эфиром с Евгением Гайворонским, чтобы дать ему возможность прокомментировать происходящее, рассказать о преследованиях в нашем эфире. Он попросил перезвонить ему позже, однако затем перестал выходить на связь с редакцией Крым Реалии. Возможно, это связано с той кампанией травли, да, которая фактически развернулась против этого журналиста со стороны
коллег, которые откровенно работают на контролируемую Кремлем администрацию Крыма. Мы же в любое время готовы предоставить журналисту площадку для дискуссии. Евгений, если вы нас слышите, вы можете воспользоваться этим правом. Хоть сейчас есть номер телефона для тех, кто нас слышит на Крымском полуострове 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны. Позвонить нам может любой радиослушатель. Мы рады выслушать ваше мнение. Продолжаем эфир. С нами на связи Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Давид, здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Евгением Гайворонским. Насколько она характерна для нынешнего положения дел в Крыму? Насколько есть ли границы у вседозволенности, которые могут себе позволять сейчас застройщики в Крыму, преследуя свои интересы? Доброе утро. Я хочу сказать, что мы видим, что границ этих не существует. То есть, когда пошли угрозы, в том числе я думал, что этим все закончится. Я неоднократно разговаривал с Евгением. Но, как видим, через месяц, буквально через 2, угрозы продолжались. В конце концов, это закончилось, сами видите, чем. Что-то можно... Посреди бела дня. Да, продолжайте. Посреди бела дня в центре города, в центре Ялты на человека нападают сзади, бьют по голове, и убегают. То есть вот такая ситуация. Как вы думаете, будет ли все-таки реакция силовых структур на то, что происходит? Потому что по российским законам это тоже преступление, да? Есть ли перспектива того, что полиция будет как-то реагировать на происходящее? Сложно сказать. Тут две стороны есть. С одной стороны, мы видим, что никакой реакции нет, что из крымского МВД все это спускается обратно в Алупку, туда, где, как утверждают и местные жители, и журналисты, у девелопера Тюкаева все схвачено, сленгом, если выразиться. Но в то же время тут следует отметить, что недавно Евгению Гайворонскому удалось связаться с Союзом журналистов России, и там пообещали, что возьмут на контроль это дело, это нападение, и поэтому, возможно, остается надежда в этой связи, что будет какое-то давление информационное на полицию, и она все-таки возьмется расследовать это дело добросовестно. Дело Евгения Гайворонского — это показательное дело, но не единственное, о котором мы можем говорить в связи с тем, как иногда застройщики пытаются повлиять на общественное мнение и на тех, кто это мнение выражает. Вот у меня, например, открыта публикация издания «Примечание» от июля 2017 года, и здесь подробно описывается, как группа компаний «Монолит», еще один известный застройщик, которого связывают с подконтрольным Кремлю главой администрации Крыма Сергеем Аксеновым. Вот эта группа компаний тоже устраивает такие информационные кампании против активистов, которые заявляют о проблемах, которые существуют, о незаконных стройках и так далее. Насколько вообще для Крыма характерны вот такие методы борьбы застройщиков за свои интересы? Абсолютно правы вы. Устраиваются пиар-компании в Севастополе, в том числе. Многие коллеги связывают издание «Информер» с Евгением Кабановым, еще одним застройщиком, депутатом Государственного совета Крыма, самим севастопольцем по происхождению. И действительно, пресса, которая публикует правду, которая рассказывает о застройках особо охраняемых природных территорий, заказников, их или игнорируют, не приглашая на какие-то мероприятия, что тоже характерно, или устраивают травлю через подконтрольные СМИ другие. Здесь невозможно не сравнить эту ситуацию с тем, что было в Крыму до 2014 года. Конечно же, на полуострове и тогда была масса незаконных застроек, однако об этом говорили, и уж не вызывало сомнений то, что если какой-то журналист пострадает, в связи с с подобным конфликтом, с застройщиком, и его, не дай бог, изобьют, то на его сторону встанет журналистское сообщество. Была определенная солидарность,
месте было понятно, что вот уж если не поддерживать, то хотя бы не присоединяться к травле такого журналиста, да, нельзя, это неэтично. Сейчас мы в Крыму наблюдаем несколько иную ситуацию. Что изменилось, по вашему мнению? Вы знаете, мне трудно тут говорить, поскольку я начал работать по профессии уже после 2014 года. Я вот на своем опыте и в силу своей профессии я не испытывал вот эту ситуацию, этой солидарности до 2014 года. Но, как видим сейчас, вот мы имеем то, что имеем. То есть часть коллег, есть часть изданий, которые в любом случае будут выступать на стороне людей, совершающих нападения и прочие незаконные действия в адрес журналистов, пишущих правду, пишущих критические заметки. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Давид Аксельрод, журналист из Севастополя. Обсуждаем мы тему, которую мы охарактеризовали как диктатура застройщиков в Крыму. Обсуждаем вопиющие случаи давления на общественников и на журналистов со стороны тех, кто застраивает Крымский полуостров, в том числе и в нарушение российского законодательства. Я приветствую с нами на связи Илью Большедворова, российского общественника, председателя Крымского антикоррупционного комитета. Илья, здравствуйте. Итак, вы, возможно, тоже слушаете наши эфиры. Во-первых, я хотел бы у вас спросить, не страшно ли вам с нами связываться, потому что, ну, вот опять же, да, я цитировал публикацию издания «Примечания» от июля 2017 года, там, где отслеживаются информационные кампании, которые ведутся против общественников, которые так или иначе конфликтуют с крымскими застройщиками, и в том числе вину могут поставить и комментирование ситуации, в том числе и для нашего радио. Скажите, как вам такая ситуация? Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, по этому поводу я вам могу сказать, что как бы не безразлично, что они там думают и что они говорят, и потому что, в принципе, если я говорю правду, то какая разница, где я это делаю? То есть, ну, без разницы, там, что про меня скажет там Дмитрий Анатольевич Полонский там в своих средствах массовой информации, либо там лично, да, что там про меня скажет руководство республики, как бы меня эти вопросы не интересуют, меня интересуют именно практические цели, которые я перед собой ставлю. Если осуществляется где-то какое-то незаконное строительство, то оно, соответственно, должно быть прекращено в связи с тем, что нарушаются при этом строительные нормы, нарушаются права живущих там граждан вокруг, да, и это безобразие должно, безусловно, прекращаться. Каким образом оно прекратится, либо я буду давать интервью вам, допустим, либо я буду давать интервью кому-то еще, освещать данную информацию, как бы абсолютно безразлично. Итак, мы сегодня обсуждаем ситуацию в целом, да, и делаем отсылки к конкретным случаям, например, с тем, что к тому, что происходит с Евгением Гайворонским, журналистом, которого избили, и он связывает это избиение со своими публикациями, да, о застройщике, о ялтинском застройщике. Кроме того, в нашем эфире не так давно поднималась тема застройки лимана в Заозерном, лимана с лечебными грязями, и представитель инициативной группы жителей Заозерного, которые против этого строительства и против уничтожения лимана, господин Соболев, он говорил о том, что идет давление на тех, кто против застройки, и даже доходило до того, что перед общественными слушаниями, которые прошли 1 февраля, люди в масках просто приезжали к местным жителям, да, и били их, чтобы они не принимали участие в этих общественных случаях. Насколько систематический характер носят подобные явления в Крыму? Ну, трудно сказать по этому поводу, да, вот с Евгением Гайворонским, конечно, случилась неприятная ситуация, знаю, написал он заявление в полицию, вот с этими активистами, там, если у вас есть контактные данные, мне бы тоже хотелось побеседовать, то есть писали ли они заявление в правоохранительные органы, каким образом они отреагировали, возможно, мы бы смогли как-то осветить эту ситуацию, потому что, ну, я, например, слышу об этом впервые, да, и помочь им в этом разобраться. Это, во-первых. А во-вторых, как бы, ну, давление идет достаточно жесткое, то есть в зависимости от значимости проектов, если это вот произошли какие-то локальные такие стычки, да, там вот как с Евгением Гайворонским, там, то это как бы, ну, на уровне физической расправы какой-то. А если, например, Фазил Ибраимов мешает незаконной, причем застройке целого микрорайона, в которой заинтересованы непосредственно первые лица Республики Крым, да,
как мы знаем, из средств массовой информации в этом заинтересован лично Сергей Валерьевич Аксенов, например. Вы о поляне протеста Стрелковой сейчас говорите? Да, доходит уже до того, что, в общем-то, применяются меры административного давления, вплоть до того, что на Казила Ибрагимова сейчас заводятся липовые уголовные дела, да, по каким-то ложным обвинениям, абсолютно. То есть у него, опять же, мы из средств массовой информации узнаем, его адвокаты не могут получить доступ надлежащий к этой информации, да, которую они должны предоставить. И тем не менее, средства массовой информации с подачи там строительной компании «Монолит» уже пишут о уже возбужденных уголовных делах, двух как минимум в отношении него. Ну, так или иначе, когда человек оказывается в подобной ситуации, да, когда он видит, что сам он один, да, как человек, он бессилен перед застройщиком, его связями и влиянием, он пытается найти справедливость где-то выше. Но вот скажите, есть ли возможность сейчас в Крыму, есть ли перспектива, ну, хотя бы у тех же участников поляны протеста Стрелковая, обратить на себя внимание и как-то решить этот вопрос вмешательством, да, ну, например, федеральных властей? Ну, вопрос, чтобы вышел на федеральный уровень, должен быть достаточно широкий общественный резонанс. Да? На сегодня все говорят в социальных сетях, где-то еще что-то, но информация в тех же средствах массовой информации, она блокируется, по сути, да. То есть у нас, мы знаем, что тот же Дмитрий Анатольевич Полонский у нас контролирует все практически СМИ, которые есть в республике, да, и говорить о том, что мы можем создать какой-то общественный резонанс и так вот на ровном месте своими силами нельзя, да. Ну, и опять же говорю, чтобы у федерального именно уровня было нужен очень серьезный резонанс. Мы планировали проведение митинга в поддержку национальной социальной политики, в том числе градостроительной, да, которую анонсировал у нас президент Владимир Владимирович Путин. Но нам запрещают проведение этого митинга, потому что все-таки основная цель — это добиться практических результатов, да, и выступить против того, что у нас местная власть творит. В связи с этим нам просто не согласовывают незаконно этот митинг. Мы уже более 3 заявок, уведомлений подавали. Вот сейчас последнее уведомление подали в 3 экземплярах на 3 разные места от 3 организаторов, да, и ждем результата. Сегодня вечером, я так понимаю, он, скорее всего, будет. И, ну, я лично ожидаю снова незаконный отказ в проведении мероприятия, потому что вот именно подобные действия могут помочь прекратить этот правовой беспредел, который у нас творится в республике. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Илья Большедворов, российский общественник, председатель Крымского антикоррупционного комитета. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что у каждого нашего радиослушателя есть возможность принять участие в нашем эфире. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам по номеру 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатные. Я повторю его: 8 800 10 06 926. Если вы на материковой части Украины, звоните нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямую трансляцию наших эфиров в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Оставляйте там свои комментарии, конструктивные комментарии и вопросы будут зачитаны в нашем эфире, заданы нашим экспертам. Вернемся в эфир через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Это радио Крым Реалии. Перейдем к разговору с нашим следующим экспертом после того, как примем звонок из Крыма. Да? Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Доброе утро. Я вот слушаю постоянно ваши передачи. Слушайте, я вам скажу, что вот если бы избили полицая, нападение было на полицая, они быстро расследовали, потому что это ихний человек. Скажу по поводу Заозерки, тут застройки. Да, там есть такой небольшой пролет, лимана, все. Там в основном люди приезжают рядом с деревней Уютного. Там они как раз место, где можно отдохнуть и все прочее. С Евпатории приезжают люди. И там пролет получается от моря, вот эта коса такая до лимана, где-то метров 80-100. И там, да, был большой протест местных жителей, там из Евпатории приезжали, учителя и все прочее. Да, было такое, разогнали их. Вот эти представители власти, наемников наняли, полицаев, которые закрыли свои лица, все разогнали. И хотят они этот лиман засыпать
это же природное явление, засыпать и закрыть этот участок. Вот такая ситуация на данный момент. Они что хотят, то творят. Спасибо за вашу информацию, за ваше мнение. Напомню, что мы открыты для всех точек зрения. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам на этот номер. 8 800 10 06 926. Для жителей Крыма звонки на этот номер бесплатны. Я приветствую в нашем эфире Владимира Горначука, российского общественного активиста, главу организации «Чистый берег Крым». Владимир, здравствуйте. Итак, о вашей общественной деятельности в Крыму. Да, мы знаем, вот начиная с весны 2014 года вы были участником этих событий и поддерживаете их. И вот то, что происходило, да, в том числе оно было под такими лозунгами, да, всеобщей справедливости и так далее. Но вот почему же так случилось, что мы спустя 4 года говорим о том, что в Крыму застройщики делают, что хотят, что им позволено нарушать закон, а тем, кто против этого высказывается, тем более публично, да, тем может, простым языком выражаясь, им может и прилететь. И ничего застройщикам за это не будет. Как так случилось-то? Доброе утро. То, что мы наблюдаем сейчас, это признаки деградации просто тех идей, которые закладывались в желании людей к большей справедливости, как вы правильно сказали, в 2014 году, и превращение к пошлому дерибану крымской земли. Вот что мы наблюдаем сейчас. И возглавил процесс непосредственно пошлого монетизации земельных участков, которые еще остались от Украины, непосредственно как господин Аксенов, так и господин Константинов, которые просто хищнически, на мой взгляд, грабят территорию Крыма и застраивают там любой участок, что в заповеднике, что на побережье, своими домами. То есть главное успеть, пока они еще не находятся на своих постах, урвать кусок крымской земли, что-нибудь построить, продать и зафиксировать прибыль. Вот. На мой взгляд, это говорит о том, что, как и любая революция, она просто-напросто проходит свой термидор, и потом превращается в какую-то пошлость типа Наполеона III. Вот. Сейчас Константинов и Аксенов вместо Робеспьеров стали такими Наполеонами третьими, на мой взгляд. Есть ли выход из этой ситуации для Крыма, по вашему мнению? Что должно случиться, чтобы ситуация изменилась? Чтобы общественников перестали таскать по судам и участников полян протеста? Чтобы журналистов перестали бить? На мой взгляд, должно быть два элемента. Первый, это, как показывает пример Севастополя, даже смена меняла не поменяла в целом ситуацию в городе. Это родовые травмы того режима, который сейчас установился в России, когда любой общественник, который задает реальные вопросы, а не про то, почему забор покрашен в светло-зеленый цвет, а не в темно-зеленый, каждому из них прилетает либо тюремный срок, либо и реальное избиение, как это произошло с журналистом Гайворонским, например. С Александром Талиповым сейчас происходит такая ситуация, когда его таскают в суды. То есть, грубо говоря, любое преследование реальных гражданских активистов – это признание их заслуг. И для того, чтобы это изменилось, необходимо, получается, менять систему управления страной. И здесь дело даже не в Крыме. Проблема в том, что во всей стране происходят точно такие же явления. Крымчане этого не знают, и после того, как крымская украинская вольница закончилась, то есть люди жили 23 года в совершенно другой среде политической, для них, конечно, это кажется диковатым. Для нас, для людей, которые прожили это все время в России и видели это все на своих глазах, когда происходили все закручивания гаек, так называемые, отмена выборов губернаторов, кастрация местного самоуправления. Вот это все является просто логичным продолжением того, что было в России, и то, чего я пытался не допустить в Крыму, то есть чтобы вот эта система, которую мы видим в России, она не инкарнировалась в Крыму. Благодарю вас. Да, у нас, к сожалению, закончилось время, отведенное на эту тему. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был с нами на связи. Продолжим обсуждать события оккупированного Крыма через несколько минут. Новости в эфире «Радио Крым. Реалии».
Доброе утро, в студии Андрей Гевко. Поговорим о таком. Крымчане протестировали мобильный донорский центр. Крым-Автотранс и Крым-Троллейбус пока не объединят. Керченское издание закрыто по неизвестным причинам. Далее подробно. На площади Ленина в Симферополе накануне представили российский мобильный комплекс для сбора донорской крови. Как сообщает накануне корреспондент Крым Реалий, первыми услуги нового комплекса опробовали российские военнослужащие местного гарнизона, а также студенты медицинского колледжа. Подробности Первому Крымскому каналу рассказал российский главврач Центра крови Игорь Чемоданов. Главное, чтобы он проехал. Но он может стать в поле, у него есть свой дизель-генератор, он работает абсолютно автономно, его цикл работы предназначен для принятия более 100 доноров, поэтому это, конечно, очень шикарное медицинское оборудование. После сдачи 450 мл крови каждому донору заплатили 524 рубля. Процесс объединения предприятий Крым-Автотранс и Крым-Троллейбус остановлен из-за отсутствия полноценного экономического обоснования, сообщил накануне назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов. В начале сентября прошлого года Аксенов требовал расследовать деятельность предприятия Крым-Автотранс. По его сведениям, как минимум половина перевозок предприятия находились в тени. В Керчи по неизвестным причинам приостановил работу интернет-портал «Керчь. Мой город». При переходе на страницу издания сайт выдает ошибку. Сейчас издание продолжает публиковать городские новости на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Редакция не делала никаких публичных заявлений по этому поводу, ограничившись сообщением в соцсетях о том, что сайт, цитирую, закрыт по техническим причинам. В ответ на сообщение читателей о невозможности зайти на сайт, редактор ресурса Мария Крицкая отметила, что причину в редакции обнародовать пока не готовы, но не исключила, что изданию может понадобится поддержка читателей. Верховная Рада Украины приняла закон, которым вводится уголовная ответственность за склонение к самоубийству. За принятие документа проголосовали 229 депутатов. Законопроект устанавливает уголовную ответственность за любое содействие лицу в совершении самоубийства или попытки самоубийства. В США женщина выиграла в лотерею Powerball 560 миллионов долларов, однако отказалась указывать свои данные для получения выигрыша. Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Washington Post. Как отмечает жительница Нью-Гэмпшир, отказалась указать свой адрес и полное имя, потому что хочет получить выигрыш анонимно. Однако правила лотереи не позволяют ей этого сделать, пока победительница не сможет забрать деньги. Женщина намерена через суд добиться права анонимно забрать выигрыш. И о погоде. В Крыму сохраняется температура плюс 4 градуса, на Чонгаре и в Новоалексеевке также 4 тепла. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на радио Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что слышать нас круглосуточно вы можете на частоте 105,9 FM. Круглосуточно слышать и видеть нас вы можете на сайте Крым Реалии, где вы найдете записи всех наших радиопрограмм. Также трансляция прямых эфиров ведется на нашей странице в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Крымчане могут бесплатно звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться к нам по номеру 044 490 2905. Тема дня. Итак, нешуточная битва за крымского избирателя развернулась в преддверии выборов президента России. Действительно ли в Кремле поставили перед контролируемой Кремлем же администрацией Крыма задачу максимально увеличить явку на грядущих выборах и подтянуть ее под тот показатель, который был объявлен по итогам так называемого референдума марта 2014 года. Как подконтрольное Москве руководство временно оккупированного Крыма будет это делать? Как обстоят дела с крымским электоратом? Не устал ли он от всего происходящего и пойдет ли в действительности на избирательные участки? Об этом поговорим через несколько секунд. Слушайте нас на средних волнах 549 АМ в 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
С нами на связи Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Гаяна, здравствуйте. Итак, мы наблюдаем следующую ситуацию. Да? Сами выборы президента в России назначены на ту дату, когда был принят закон о включении Крыма в состав России по итогам так называемого референдума. Мы видим слухи, которые были запущены о том, что Владимир Путин якобы приедет голосовать в Севастополь. Поедет он исключительно по Керченскому мосту, который еще достраивают. Видим, да, что Крым становится такой центральной, да, фигурой в предстоящих российских выборах. Действительно ли так важна явка в Крыму для Кремля? Ну, я думаю, что они сейчас делают все возможное для того, чтобы создать радужную картинку, как и во всех других вопросах касательно выборов, так же, как и во всех других вопросах, которые так или иначе касаются Крыма. Сейчас на территории полуострова уже запущены определенные механизмы для того, чтобы обеспечить явку избирателей на вот эти выборы, которые по сути своей являются не выборами, а таким своеобразным референдумом по выражению доверия президенту, действующему президенту Российской Федерации и переизбранию его на следующий срок. Потому что все понимают, что кандидатура, собственно говоря, одна, все остальные, в том числе и оппозиционные, никаких серьезных таких впечатлений не составляют и, по сути, будут снова переизбирать президента. И Крым в этом плане действительно очень показателен и важен, и сейчас все механизмы запущены. Крымские татары являются достаточно показательными в этом плане, и вот такая структура, как Крымский инженерно-педагогический университет в данном случае, стала, знаете, такой своеобразной базой, где вот эти методы испробуются. Во-первых, из университета уволены все так называемые нелояльные и имеющие связь с Украиной преподаватели. Это Бекир Мамутов, несколько преподавателей, Шевкет Меметов, которые заподозрены, сказать, в связях с Украиной. Во-вторых, сейчас полным ходом на студентах и преподавателях опробируется метод завлекания на всевозможные мероприятия посредством предложения каких-то льгот и дивидендов. Ну вот в буквальном смысле слова одному из студентов, который имел тройку и не имел возможности получать стипендию, было предложено участвовать в мероприятиях по выборам, и после этого преподаватель исправил ему тройку на четверку, он стал получать стипендию. Это реальные факты и действительные люди, которые там находятся. И кроме того, вы видите, что запущено несколько пропагандистских роликов, где одни и те же лица, они привлечены туда, называемые известные коллаборанты. И сейчас делается все для того, чтобы вот эту явку обеспечить, а за этой явкой показать лояльность местного населения и его довольство от действующего режима. Ну вот действительно, да, похоже это все на информационную кампанию, причем целевая аудитория этой кампании, судя по ее направленности, да, и по тем людям, которые в ней принимают участие, вот целевая аудитория — это как раз-таки крымско-татарский народ. Почему так важно, да, завоевать расположение именно крымских татар? Потому что считается, скажем так, и, наверное, в какой-то мере так оно и есть, что крымские татары составляют именно то консолидированное сообщество, которое составляет сопротивление или представляет сопротивление оккупационной власти. Я прошу здесь очень правильно расставлять акценты. Я не говорю, что только крымские татары. Там есть и украинцы, там есть активные граждане, там есть уголовные дела, которые прошли, мы все знаем, и Балуха, и Семены. Но если брать консолидированно, как народ, как, если хотите, социальную группу, как представители одной национальности, то это именно крымские татары на территории полуострова, которые, кстати, подвергаются давлению именно по национальному признаку. Поэтому лояльность и участие вот этой группы в президентских выборах очень важно. Вы посмотрите на ролики. Они все говорят о том, что как там стало люди, которые там действуют. Кстати, большинство из них абсолютно не было лидерами мнения до этого. Это созданные или воссозданные лидеры мнения. Они говорят о том, что как нам стало хорошо,
педалируют на то, что за 3,5 года нам сделали столько, сколько за четверть века мы не имели от Украины. И вот всячески создается вот эта картина. Но я вам хочу сказать следующее. В этой ситуации, когда нет возможности провести полноценные социологические исследования, когда нет возможности нормально опросить людей, когда люди просто не будут говорить свое мнение, исходя из соображений безопасности и заботы о себе, о своих близких, очень важно мнение, которые высказываются не публично. Так вот, если говорить о том, что говорится не публично, о тех мнениях, которые оттуда идут, то все ждут и все надеются на смену режима. Это действительно так, потому что мы разговариваем со своими соотечественниками и имеем возможность получать такую информацию, что называется, не под светом камер. И это действительно так. Даже если люди боятся и разговаривают не больше 3,5 минут, 5 минут где-то на улице с теми, кто приезжает отсюда, с материковой Украины в Крым, они все спрашивают, ну когда? Ну что делается? Когда все изменится? И это очень важно в данном контексте. Ну вот об этом тоже хотел спросить, да, если мы говорим о крымских татарах, как о консолидированной силе в Крыму, есть орган, да, самоуправления, Меджлис крымско-татарского народа, который лишен возможности работать на Крымском полуострове, но тем не менее он продолжает работу на материковой части Украины, и к этой позиции, к позиции Меджлиса прислушиваются не только крымские татары, да, а те люди, которые по-прежнему считают себя гражданами Украины, несмотря на оккупацию Крымского полуострова. Так вот, какова позиция Меджлиса по предстоящей избирательной кампании? Есть ли какие-то рекомендации населению Крымского полуострова? Вы знаете, конечно же, Меджлис в полном объеме, в полной мере осуждает незаконные выборы, проходящие на территории временно оккупированного полуострова, и даже считает их нелегитимными для всей России, потому что задействована та территория, которая находится под оккупацией, которая незаконно занята, и Россия как государство абсолютно не имеет права проводить там подобные выборы. Эта ситуация, это событие обсуждалось не раз среди членов Меджлиса, которые здесь находятся. Конечно же, будет заявление, будет обращение в официальные органы власти Украины, такие как МИД, которые должны осудить данные выборы. Так сложилось, что на территории полуострова в 2014 году в какой-то момент Меджлис выполнял функции Министерства иностранных дел Украины, то есть или пытался выполнять, да, пытался рассказывать о том, что происходит на полуострове, взял на себя вот такую вот своеобразную ответственность. И в данном случае, вот в этом событии, мы тоже от ответственности не уходим, но понятно, что действуем в согласовании со всеми органами власти Украины. Ну, например, мы считаем, что заявление МИД должно быть не за неделю до выборов, а гораздо раньше, что к этой работе должны подключиться не только Министерство иностранных дел, но и органы правоохранительной системы, в частности, прокуратура АРК Крым, СБУ должны завести уголовные дела, а прокуратура Украины должны завести уголовные дела на всех тех, кто незаконно участвует и агитирует к участию в выборах на территории полуострова, тем более, если это бывшие украинские государственные служащие. И помимо этого должны быть информированы все международные инстанции, которые следят за ситуацией на территории полуострова и мнение которых очень важно относительно ситуации в Крыму. Спасибо вам, Гаяна. Напоминаю, что с нами на связи была Гаяна Юксель, член Меджлиса крымско-татарского народа. Обсуждаем мы кампанию, которая развернута в Крыму, основной целью которой является даже не склонить людей к голосованию за единоверного кандидата, да, которым представляют Владимира Путина, российского президента, сколько за то, чтобы люди просто пришли на избирательные участки. И мы видим, что вот позиция Меджлиса крымско-татарского народа — это бойкот этих незаконных выборов. Мы
продолжаем эфир. Я приветствую, с нами на связи Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Борислав, здравствуйте. Итак, я видел сообщение о том, что украинская делегация ведет работу, да, просит европейских коллег не признавать результаты выборов, которые проводятся в том числе и на оккупированной территории, а значит, с точки зрения международного права не должны быть признаны их результаты. Действительно ли это так? Рассчитываете ли вы на то, что эта кампания даст результат? Доброе утро. Да, действительно, вы правы. На сегодняшний день украинская делегация очень активно продвигает позицию о том, что то, что происходит в Крыму, это не просто нелегитимно, это уголовное преступление, за которое наступит ответственность. Поэтому участие в выборах или любая легитимизация их, это тоже подпадает под ответственность перед законом Украины. Именно благодаря этому мы точно знаем, что большинство международных организаций принципиально отказались присутствовать для того, чтобы подтверждать выборы в Крыму. Значит, это одно из самых главных достижений. И следующее, что я могу сказать, что теперь надо четко показать, насколько нелегитимны выборы, потому что сейчас в Кремле, четко понимая ситуацию, приняли решение, что Путин будет голосовать в Кремле. Зачем это в Крыму? Зачем это делается? Для того, чтобы привлечь внимание прессы и показать, что здесь проходит такая акция. Поэтому нам сейчас нужно работать с как можно большим количеством организаций, в том числе «Репортеры без границ» и остальными, с которыми выстроить общую позицию и, отработав ее, продвинуть в этот период. Теперь еще один момент. На сегодняшний день для европейского сообщества не стоит вопрос, Крым Украина или не Украина. Крым — это Украина. Есть отдельные депутаты, которые четко высказывают, депутаты Европейского парламента и делегаты ПАРЕ, которые высказывают другую позицию, но это зачастую четко маргиналы, которые отрабатывают свою пророссийскую позицию. Поэтому сейчас нам не надо убеждать европейских депутатов и делегатов ПАРЕ в том, что Крым — это Украина. Другое дело, что нам надо четко проследить ситуацию, когда все, кто будут принимать участие в продвижении выборов, все, кто будет пропагандировать участие в выборах, и все те, кто захотят легитимизировать выборы в Крыму, должны попасть под уголовную ответственность, в том числе и в международных судах. Но мы понимаем, да, что вот кампания по непризнанию результатов выборов, которые проводятся в том числе и на временно оккупированной территории, она, ее, наверное, сверхцелью, вы поправьте меня, если я ошибаюсь, является непризнание легитимности, да, Владимира Путина в случае, если он будет выбран на очередной срок на этих выборах. Может ли Европа пойти на такой шаг, потому что, ну, в таком случае в дальнейшем, да, любые контакты с России, чей президент не признается, они вообще исключены будут, в принципе. Европа сейчас крайне не сгруппирована в этом вопросе. Более того, мы видим, что отдельные персонажи, как, например, господин Янгуль, очень активно лоббируют возвращение российской делегации в зал голосования парламентской ассамблеи. Поэтому говорить о том, что произойдет массовое непризнание, нет. Но мы видим четкую позицию, когда допустим, депутаты, которые избраны в Крыму, признаются Европой нелегитимными. Поэтому здесь надо дальше работать и стараться дотянуть до общей позиции. Это не просто, это очень сложно, однако работать в этом направлении нужно. Немного отойдем в сторону, обсудим, что происходит на фоне вот этой кампании за то, чтобы крымчане пришли на избирательные участки и показали необходимую Кремлю явку. На этом фоне кандидат Ксения Собчак, которая позиционирует себя как кандидат от оппозиции, находясь в Соединенных Штатах Америки, говорит о том, что необходимо провести еще один референдум по статусу Крыма, в котором должны принимать участие все население России и все население Украины. Что вы можете сказать по этому поводу? И, кроме того, Ксения Собчак говорит, что хотела бы провести избирательную кампанию на Крымском полуострове, если бы власти Украины позволили ей туда въехать. Единственно, да, разрешенный украинским законом способ. Что вы можете сказать по этому поводу?
по высказываниям госпожи Я могу сказать, что Ксения Собчак ведет себя так, как и полагается вести себя согласованному кандидату от псевдооппозиции с Кремлем. Ксения Собчак на сегодняшний день не что иное, как попытка показать то, что в России есть альтернативный кандидат. Притом это кандидат не для России, а кандидат для европейского сообщества, для Америки. А россияне пытаются таким образом показать, что вот смотрите, у нас не просто есть кандидат, который от так называемых оппозиционных демократов, либералов, а это еще и женщина. То есть они педалируют классические темы. Но Собчак не является на самом деле никакой оппозицией. И то, что она высказывает, это очередные позиции, которые проталкивает Кремль для того, чтобы легитимизировать выборы. Выборы в Крыму никогда не будут признаны, и никто не даст добро на то, чтобы проводить там агитацию. Более того, любые заявления о том, что проводить повторно какие-либо референдумы или еще что-либо, будут признаны абсурдными, потому что то, что предлагает Собчак, это еще одна уловка Кремля для того, чтобы попытаться легитимизировать аннексию Крыма. До того, как перейти к разговору с вами, мы разговаривали с представителем Меджлиса, крымско-татарского народа, и у Меджлиса уже есть позиция относительно этой избирательной кампании. Меджлис призывает крымчан бойкотировать избирательную кампанию на Крымском полуострове, не приходить на избирательные участки, на эти выборы, которые с точки зрения украинского и международного законодательства незаконны. Как вы считаете, должна ли свою позицию обнародовать Украина, да, Министерство иностранных дел, либо администрация президента Украины, должна ли она резонировать с такой позицией Меджлиса крымско-татарского народа? Я считаю, что Министерство иностранных дел обязано это сделать. Более того, я уверен, что Верховная Рада это сделает в ближайшее время, но нужно акцентировать внимание еще на одной вещи. Для того, чтобы показать явку, скорее всего, будут использованы классические схемы, когда будут задействовано большое количество военных. Как известно, на сегодняшний день Крым превратился из полуострова, на котором люди отдыхали, в громадную военную базу. Поэтому, скорее всего, будут использовать военных для того, чтобы создать впечатление большого количества голосующих крымчан. Да-да, мы продолжаем разговор. Напомню, что с нами на связи Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Борислав, мы вас слушаем. Да, ожидать того, что Россия будет прислушиваться к нам, не приходится, потому что страна, которая нарушает международные законы, страна, которая игнорирует все соглашения, страна, которая фактически является страной-агрессором, от нее ждать соблюдения международного права не стоит. Но необходимо четко понимать, что позиция Украины будет использоваться потом для не только продления каких-либо санкций, но и для введения персональных санкций против многих людей. Недавно одна из представительниц на сегодняшний день Думы России, одиозный предатель Украины, госпожа Поклонская, сказала, что она мечтает побывать в Париже, но не может, потому что против нее введены санкции. Госпожа Поклонская может страдать и дальше. Для нее есть Тамбов и Тагил. И, надеюсь, рано или поздно она сядет в Украине за то, что она совершила. Но то, что она испытывает абсолютный дискомфорт, и другие также испытывают дискомфорт, это правда. Поэтому нужно использовать это против всех тех, кто будет принимать участие на выборах, продвигать выборы, популяризировать их или призывать к голосованию в выборах в Крыму. Благодарю вас. Напоминаю, что с нами на связи был Борислав Береза, народный депутат Украины, член постоянной делегации Украины в ПАСЕ. Мы продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы в Крыму, звоните нам на этот номер. Звонки бесплатные. Мы рады услышать все точки зрения, в том числе лично вашу. 8 800 10 06 926. Жители материковой части Украины могут дозвониться нам по номеру 044 490 2905. Также напомню, что мы ведем прямые трансляции в сети Facebook и на ресурсе YouTube. Записи наших трансляций в аудиоформате, в видеоформате вы можете найти на сайте Крым Реалии. Там же вы можете найти текстовые материалы по мотивам наших радиопрограмм, там же новости и аналитические материалы о событиях и явлениях, которые мы наблюдаем на временно оккупированном Крымском полуострове. Продолжим через несколько секунд. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Продолжаем эфир. С нами на связи Максим Горюнов, российский философ и публицист. Напомню, что обсуждаем мы кампанию, которую ведет Кремль, да, или которая ведется по заказу Кремля на Крымском полуострове, цель которой повысить до максимально возможного показателя явку на предстоящих выборах президента России. В это же время эти выборы уже названы незаконными, они противоречат украинскому и международному законодательству. Вот эти вопросы мы обсуждаем. Максим, скажите, насколько важным выглядит Крым в предстоящей президентской избирательной кампании? Здравствуйте. Ну вот из России Крыма совершенно не видно. И о том, что в Крыму как-то особенно яростно проводятся предвыборные какие-то мероприятия, вот об этом я узнал буквально там вчера, когда готовился к этой передаче. А в общем Крыма не существует. Ну, то есть как бы он уже наш, и там что-то происходит. А что именно, в принципе, уже никого не волнует, и в федеральных СМИ, и вообще в больших СМИ, по-моему, даже и в либеральных СМИ, там про Крым практически ничего нет. То есть правильно я понимаю, что ситуация в день выборов может выглядеть так, что Владимир Путин все-таки поедет голосовать в Севастополь, да, как об этом сообщают сразу несколько изданий, ссылаясь на свои источники. Поедет он, если успеет, конечно, достроить хотя бы частично Керченский мост. Вот по этому мосту он поедет, возможно, даже по трассе Таврида. И на этот момент Крым всплывет в сознание российского обывателя за тем, чтобы снова погрузиться вот в ту пучину, в которой он сейчас существует. Ну, смотрите, Крым нужен для того, чтобы страна чувствовала свое единство. С точки зрения Кремля, когда у нас есть Крым, вот Крым, он объединяет россиян, делает нас едиными и снижает протестное напряжение. Да? И вот именно в этом качестве Крым и должен присутствовать. Вот когда и больше там ничего не должно происходить. То есть Крым просто должен оставаться нашей землей. Если сейчас в информационном поле появятся какие-нибудь новости и известия о том, что в Крыму не все так хорошо, о том, что там какие-то сепаратистские настроения, о том, что в Крыму проблемы с инфраструктурой, с чем-нибудь таким. То есть как только россияне поймут, что разница между Крымом, между положением дел в Крыму и положением дел в Ярославле, в общем-то, по большому счету нет никакой. И, в общем, и там плохо, и там беднота и нищета. Вот. Тогда вот этот образ Крым может перестать быть тем, что объединяет. Да, поэтому Крым, вот он, к нему очень особое отношение. Это такой специальный объект, который должен служить для объединения страны. И для того, чтобы он служил этому объединению, Крым должен оставаться таким выделенным участком. Да, никакие другие информационные поводы к Крыму, кроме единства страны, возвращения в родную гавань, борьбы за единство страны, в общем-то, там не должно быть привязано. Да, Крым — это вот такая краеугольный камень нынешней российской государственности. Ну вот смотрите, что сейчас происходит. Мы только что говорили с представителем украинской делегации в ПАСЕ, и вот украинские делегаты, да, они сейчас ведут кампанию за то, чтобы Европа не признавала выборы, которые проходят по международному законодательству, да, согласно международному законодательству, в том числе и на временно оккупированной территории, то есть в нарушение этого международного законодательства, в нарушение законодательства Украины. Можно ли здесь говорить о том, что Владимир Путин каким-то образом рискует тем, что возникнут осложнения в дальнейшем в отношениях с западными партнерами? У нас буквально минута осталась до конца эфира. Ну, смотрите, Крым для России — это все примерно то же самое, что Кипр для Турции, да, и Турция тоже в свое время, в 1974 году, захватила Кипр, якобы спасая местное турецкое население от греческой хунты, которая так и называлась, хунта. И, в общем, ничего, с тех пор уже почти 40 лет, и никто об этом, в общем, все знают, что Турция украла этот полуостров у Греции, все в курсе, что это незаконно, но тем не менее это никак не мешает Турции как-то присутствовать в международной политике. Я думаю, что такое нечто подобное будет и в этом случае, и в случае с Россией. То есть, разумеется, украинцы будут стараться как-то
вернуть Крым, и вполне возможно, что им повезет. Но вот у нас уже есть примерно кейс, как мировое сообщество относится к подобным акциям. Это кейс Турции, Кипра и Греции. И, в общем, мы видим, что и в течение 40 лет может продолжаться эта борьба, и какие-то санкции, аннексии, и, в общем, ни к чему это особо не изменит ситуацию. Спасибо. Напоминаю, что с нами на связи был Максим Горюнов, российский философ и публицист. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Продолжим через несколько минут. Новости в эфире радио Крым Реалии. Доброе утро, в студии Андрей Гивков в этом выпуске. США требует освободить Титиева. Ближе к выборам больше репрессий, активист. Киев требует пустить врачей к Павлу Грибу, далее подробно. Европарламент призвал российские власти освободить главу чеченского мемориала Аюба Титиева. Такую же позицию поддержали в США. Такую резолюцию депутаты Европарламента приняли 8 февраля. В документе говорится, что Россия должна гарантировать права Титиева на адвоката, медицинскую помощь, физическую неприкосновенность и защиту от незаконного судебного преследования. С приближением выборов президента России в аннексированном Крыму наблюдается усиление репрессий со стороны российских силовиков. Об этом сказал активист крымско-татарского движения Заир Смедляев. После аннексии в Крыму фактически российские власти практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов и активистов крымско-татарского национального движения. Министерство иностранных дел Украины требует от России немедленно допустить украинских или иностранных врачей к удерживаемому в российском СИЗО Павлу Грибу. МИД ухудшение состояния здоровья и неоказание медицинской помощи Грибу расценивает, цитирую, как форму давления на него для получения необходимых следствий и показаний. Конец цитаты. В начале февраля отец Павла Гриба заявил об обеспокоенности здоровьем состояния сына. Со ссылкой на адвоката он заявил, что у Гриба-младшего, цитирую, очень изможденный вид, постоянные жалобы на боль в желудке и животе, общее депрессивное состояние вследствие усиления психологического давления со стороны следствия и администрации СИЗО. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов пригласил прибывших в Крым немецких политиков от партии «Альтернатива для Германии» посетить Ялтинский международный экономический форум в апреле 2018 года. Об этом он сказал накануне на встрече с немецкими парламентариями, сообщает Крыминформ. Политики в ответ пообещали передать приглашение немецким бизнесменам, занимающимся проектами в сфере ЖКХ и инфраструктуры. Приглашая иностранных граждан на территорию Крыма, российские власти полуострова пытаются легализовать его аннексию. Спортивный арбитражный суд принял вердикт по итогам рассмотрения апелляции 45 российских спортсменов и 2 тренеров на решение Международного олимпийского комитета не приглашать их на Олимпиаду 2018. Решение было озвучено в главном пресс-центре Пхенчхана утром в пятницу 9 февраля, в день открытия зимних Олимпийских игр, пишет Укринформ. Информацию подтверждает Deutsche Welle. Как отмечается, ни одному из подавших апелляцию не разрешили принять участие в Олимпийских играх. И о погоде. В Крыму сохраняется температура плюс 4 градуса, на Чангаре, в Новоалексеевке также плюс 4. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на радио Крым Реалии. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8:35 и в 13:10. А также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Продолжаем эфир радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас круглосуточно на частоте 105,9 FM. На сайте Крым Реалии вы можете найти записи всех наших радиопрограмм. Видеотрансляции эфиров мы ведем на нашей странице в Facebook. Подписывайтесь на страницу Крым Реалии. Также подписывайтесь на наш канал в YouTube. Там вы тоже можете смотреть наши видеотрансляции. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Каждый житель Крымского полуострова может принять участие в нашем прямом эфире, позвонив нам на этот номер 8 800 10 06 926. Если вы находитесь на материковой части Украины, звоните нам на номер 044 490 2905. Тема дня.
Итак, обсуждаем мы сегодня письма на свободу, которые пишут крымские политзаключенные. Была опубликована, да, информация о том, что Олег Сенцов прислал письмо правозащитнице Зое Световой, о чем пишет он, в каких условиях сейчас он содержится, в каких условиях содержится Александр Кольченко, еще один политзаключенный, участник так называемого, да, отдела крымских террористов. Это крымчане, это первые политзаключенные на Крымском полуострове, которых обвинили в терактах, которых они не совершали, якобы был умысел. Вот это все мы обсудим. У нас в гостях Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Давайте начнем наш разговор после короткой справки о том, кто такой Олег Сенцов. Крым в центре внимания. Олег Сенцов, 41 год, украинский кинорежиссер, сценарист, писатель. Родился в Симферополе, закончил Киевский государственный экономический университет. Был частным предпринимателем, владел компьютерным клубом в центре Симферополя. Окончил кинематографические курсы в Москве. В 2008-м становится соучредителем компании «Край Кинема». В этот период выходит его короткометражный учебный фильм «Хорошо ловится рыбка-бананка». Спустя год снял учебную ленту «Урок быка», а в 2011 году появился первый полнометражный фильм Сенцова «Гамер». Премьера состояла в Симферопольском кинотеатре «Космос» и собрала полный зал зрителей. Картина получила приз гильдии киноведов и кинокритиков на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске. После выпуска фильма Сенцов закрыл свой компьютерный клуб. В июле 2013-го Сенцов приступил к съемкам нового фильма «Носорог», однако работа над проектом была приостановлена в конце 2013 года с началом Евромайдана. Режиссер принимал активное участие в протестах, а с началом аннексии Крыма участвовал в акциях проукраинских активистов на полуострове. 10 мая 2014 года ФСБ России задержала в Симферополе Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и Алексея Черния, подозревая их в терроризме. Якобы задержанные планировали совершить ряд терактов в Крыму. 19 августа 2015 года Северокавказский военный окружной суд России приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. В защиту режиссера выступили Европейская киноакадемия, Национальный союз кинематографистов Украины, Российский киносоюз, Конфедерация союзов кинематографистов стран СНГ и Балтии. Правозащитный центр «Мемориал» признал Олега Сенцова политзаключенным. Крым в центре внимания. Итак, это радио «Крым Реалии». Вспоминаем мы сегодня историю Олега Сенцова. Вспомним также об Александре Кольченко, крымском антифашисте, анархисте, который также является политзаключенным и также был так называемым судом осужден за теракт, которого не совершал. Просто по мнению российских силовиков и ФСБшников у него был умысел якобы на совершение теракта. У нас в гостях Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Итак, Максим, что известно сейчас об Олеге Сенцове, где он сейчас содержится, в каких условиях? Ну, об Олеге за последнее время новостей поступало не очень много, к сожалению, просто потому что, во-первых, не очень многое, видимо, происходит, но мы об этом чуть позже будем говорить, в том числе по его последним на данный момент письмам, это видно. Ну и главное, конечно, это то, где он находится. Это Заполярье, это Лабытнанги, колония строгого режима, которая, в общем, сказать, что она оторвана от большой земли, это очень мягко будет. Это очень суровый климат заполярный. В свое время даже, помнится, обсуждался вариант судебного оспаривания помещения крымчан в настолько жесткие и отличные от их предыдущего места проживания условия. Но, тем не менее, эта колония пользуется печальной достаточно славой из-за жесткости своего режима и жесткости соблюдения его. И, к сожалению, у нас продолжают поступать сообщения о том, что проблемы со здоровьем, о которых начали говорить у Олега Сенцова некоторое время назад, судя по всему, они есть и дальше. Но, к сожалению, на данный момент подробностей каких-то новых у нас нет. Ну вот, несмотря на то, что Олега Сенцова увезли уже, наверное, туда, дальше некуда, да, по сути. Ну, это край земли, да. Это такой край географии. Да. Ему все-таки удается поддерживать связь со внешним миром, писать письма. И вот письмо от Олега Сенцова получила российская правозащитница Зоя Светова. Она с нами на связи. Зоя, здравствуйте. Расскажите нам, о чем пишет Олег Сенцов. Ну, вы знаете, Олег Сенцов пишет очень мало, очень скупо. Я переписываюсь с ним по электронной
почте это письмо, это когда ты пишешь заключенному письмо, ему его сканируют, и потом он отвечает, его письмо сканируют и присылает тебе, да. Но, кроме того, я говорила с Олегом по телефону, и вот из нашего разговора, поскольку я заказала разговор с ним, и из письма, вот я и составила такое, как бы, впечатление о том, как он отбывает наказание. Олег написал мне о том, что ничего не происходит, что все по-прежнему, все так же. Он читает книги, насколько я поняла, по 2 книги в неделю, довольно много читает. Он выучил английский язык. Вот, получает новую газету. Из этой газеты он имеет представление о том, что происходит в России. И постоянно в колонии все заключенные смотрят телевизор. Я так понимаю, что есть определенное время просмотра телевизора всех, значит, российский, наверное, Первый канал, может быть, НТВ, во всяком случае, российские программы, так что Олег имеет возможность получать вот эту дозу пропаганды, да, которую получают все российские граждане, которые смотрят телевизор. О состоянии своего здоровья Олег сказал довольно скупо. Он сказал, что да, есть проблемы, но ведь врачи сказали, что ничего страшного, давали какие-то таблетки. Честно говоря, я не поняла, принимает ли он какие-то таблетки сейчас или нет. Климат там действительно очень тяжелый, и мне кажется, что Олегу тяжело, он тяжело переживает этот климат. В таком климате у людей очень часто развиваются сердечно-сосудистые заболевания, тем более, если люди не привыкли к этому климату. Насколько я понимаю, к нему на свидание никто не приезжает, но это, вероятно, его желание. Он не хочет, чтобы к нему приезжали родственники. Для него это тяжело. Я помню, когда я посещала его в СИЗО Лефортово, когда он только сидел 2 года назад, там, да, когда его только арестовали, он говорил о том, что тяжело, да, было бы вот видеть близких. Не только он, это многие заключенные, поскольку это так, не все хотят видеть своих родственников. Но мне кажется, что, кроме того, Олег продолжает надеяться на то, что Украина вытащит его из этой российской колонии, из этих, в общем, достаточно тяжелых, жестких условиях, в которых он находится. И вот эта вера в то, что рано или поздно он выйдет, может быть, поэтому он и не хочет, чтобы к нему кто-то приезжал, потому что из родственников он надеется, что вот-вот он освободится. Но время идет, и как бы вот эта мечта его, да, об освобождении, она не сбывается. И, наверное, поэтому у него такое довольно, в общем-то, пессимистическое настроение, как мне показалось. Украина действительно задача освободить уже несколько десятков, да, наверное, граждан Украины, которые находятся в заключении в российских тюрьмах. Зоя, вы большое внимание уделяете этой теме, вы даже обнаруживали, да, тех людей, о которых нам ничего не было известно, которых тоже можно назвать, да, политическими заключенными в различных учреждениях в СИН. Скажите, вот у вас сложилось за эти 4 года понимание, зачем Кремлю столько украинских граждан в заложниках? Но вы знаете, на самом деле их не так много. Вот недавно мы как раз с коллегами изучали списки, да, которые существуют с украинской стороны, но мне кажется, что их не так много. Тех, кого я знаю, это не более 12 человек, и еще плюс есть довольно много, несколько десятков татар, да, крымских татар. То есть в общей сложности около 60 человек находятся в российских СИЗО и колониях. Это совсем не так, это в общем-то не так много. Но зачем они нужны Кремлю? Те, которых арестовали и осудили вскоре после аннексии Крыма, мне понятно, для чего они были нужны. Вы знаете, что все эти люди были осуждены по таким громким преступлениям, их обвинили и осудили за терроризм, за шпионаж. И это было сделано для того, чтобы показать, что действительно вот эти украинские граждане, они преступники, они наши враги. Вот это чисто такой пропагандистский эффект. Вот. И также с крымскими татарами, да, которых обвиняют в
тоже в сепаратизме, да, или в участии в каких-то экстремистских организациях. Это вот именно такое, да, пропагандистское значение. Зачем они нужны? Ну, я надеюсь, что эти люди нужны, как это не цинично звучит, для так называемого обменного фонда, потому что ведь не секрет, что в Украине тоже есть российские граждане, которые осуждены или которые еще находятся под судом. И я очень надеюсь, что наступит такой день, когда, как и говорил президент Путин, будет обмен всех на всех. И мы очень этого ждем. В России те люди, которые болеют за украинских граждан, и, ну, также и за российских граждан, которые находятся в тюрьме в Украине. И очень бы хотелось, чтобы это произошло как можно быстрее, тем более, что есть надежда, что ведь в России будет чемпионат мира по футболу. Это такое, в общем-то, большое спортивное событие, и на котором, куда приедут много западных спортсменов, да, и мы очень надеемся, что, может быть, с помощью Запада возможно будет освободить украинских политических заключенных и обменять их на российских граждан, которые содержатся в Украине. Для этого, мне кажется, нужны экстремальные такие, даже не экстремальные, не правильно сказала, экстренные усилия со стороны и украинского общества, и российского общества, чтобы все время эта тема была на первых страницах газет, чтобы ее не забывали. И чтобы, потому что такие люди, как Олег Сенцов, как Александр Кольченко, как Станислав Клых, который очень тяжело болен, и он находился в психиатрической больнице, и он абсолютно не может содержаться в тюрьме. Да. Такие люди должны быть немедленно освобождены, ведь они могут умереть в российской тюрьме. И тогда, мне кажется, никто из нас просто себе не простит, что мы так мало боролись за их освобождение. Зоя, спасибо вам большое. Напоминаю, что с нами на связи была российская правозащитница Зоя Светова. Продолжаем мы разговор о судьбе Олега Сенцова. Напомню, что в нашей студии Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Итак, Максим, по вашему мнению, что должно случиться для того, чтобы Россия согласилась выдать Украине, гражданина Украины Олега Сенцова? Потому что мы видели уже, да, мы становились свидетелями того, как были освобождены некоторые политузники Кремля, крымские политузники, но мы видим, что у Кремля есть какое-то особое нежелание выдавать именно Олега Сенцова, и что его дело, да, держать его в тюрьме до последнего, это вот такая позиция Кремля. Почему так? Ну, конечно же, понять кафкианскую логику невозможно, потому что она на то и кафкианская, абсурдная. Но, да, совершенно согласен с Зоей Световой, вот с мнением, которое прозвучало. Она очень правильно сказала, что речь идет о, ужасно звучит, обменном фонде. И поэтому, собственно говоря, мы часто говорим об Олеге Сенцове, об Александре Кольченко, о многих других, как о заложниках. Они нужны для того, чтобы их поменять. Либо на других людей, российских граждан, возможно, диверсантов или, возможно, участников оккупационных сил, которые содержатся под стражей в Украине, возможно, на какие-то преференции международные, политические, возможно, речь идет о смягчении санкций. Мы видели пример прекрасного события, а именно освобождение Ильми Умерова и Ахтема Чийгоза. Но, естественно, то, как это произошло, четко указывало, что речь шла о совершенно политическом шаге. Они были освобождены вот таким странным образом через Турцию и через Эрдогана в обмен на что-то. И вот это что-то, оно было даже не публичным, но оно явно было нужно Кремлю. Они были заложниками, узниками известными международно, и то же самое можно сказать об Олеге. Мы помним, что с самого начала его незаконного задержания и похищения с территории Крыма за него вступились не только правозащитники и правозащитницы, но и, например, международная кинообщественность. Он действительно очень известный на данный момент человек, и по, видимо, вот этой циничной логике Кремля, о которой можно примерно догадываться по последним 4 годам, чем больше внимания привлечено к этому человеку, тем на большее его можно обменять. Возможно, действительно, что-то будет совпадать по времени с чемпионатом мира по футболу, и мы очень на это бы надеялись. Но, конечно, я согласен с тем, что тема наших заложников должна быть постоянно не только в Украине, а и в международных СМИ на первых полосах, что очень сложно, и если у них, собственно, ни в делах, ни в быту ничего не происходит нового.
Но сложно, наверное, держать и здесь, внутри страны, эту тему на поверхности, учитывая, что национальные вещатели очень мало уделяют эфирного времени Крыму в принципе, да, не говоря уже о проблеме крымских политзаключенных. В чем здесь препятствие, в чем здесь проблема? Почему медиа-менеджеры, например, да, они не понимают вот этой важности, этой темы политических узников? Ой, мне для этого, наверное, надо быть медиа-менеджером, чтобы ответить на этот вопрос. Но да, есть такая печальная тенденция. Возможно, тот факт, что это воспринимается многими до сих пор как, ну, как не печально, как травма, и то, что на данный момент, в общем, судя по всему, отсутствуют даже какие-то наметки конкретных шагов по скорейшему возвращению полуострова в состав Украины, вот это приводит к созданию такой зоны молчания вокруг полуострова или, во всяком случае, тишины. Но, тем не менее, все равно это вызывает недоумение. Вот вчера был день рождения Владимира Балуха, который на данный момент содержится в Симферопольском СИЗО. Человек, который сидит за отказ признавать оккупацию Крыма. И я бы не сказал, что это стало какой-то темой номер один в украинских СМИ или даже номер два. Сегодня, кстати, день рождения Сущенко, который сидит в Москве, и посмотрим, как украинские СМИ будут освещать его судьбу. Он все-таки хотя бы коллега-журналист. Может быть, хоть это как-то подтолкнет, в том числе медиа-менеджеров, к большему вниманию вот к его судьбе. Ну, а что уж говорить о тех, кто сидит давно. То, что с весны 2014 года Олег Сенцов и Александр Кольченко находятся за решеткой, несмотря на все усилия по их освобождению, это удручает, это угнетает, в конце концов. И, видимо, тоже это как-то сбивает желание посвящать этому много времени, а зря. Ну вот, да, мы заговорили об Александре Кольченко. Это еще один человек, который был осужден в рамках вот этого так называемого дела Олега Сенцова по фабрикованным доказательствам. И Александр Кольченко, так же, как и Олег Сенцов, он, во-первых, не признал своей вины, он стоит на той позиции, что он является гражданином Украины, он не признал оккупацию Крыма, не дал никаких признательных показаний, несмотря на те пытки, которым он подвергался. И я вижу у вас письмо, да? Вот да. Вы мне до эфира сказали, что у вас есть письмо от Александра Кольченко. Зачитайте нам фрагменты. Да, это письмо, полученное в конце января. Это большая радость, потому что до этого на протяжении более чем полугода не было от него никаких писем вообще. То, о чем говорила Зоя Светова, она общается с Олегом Сенцовым через вот эту электронную почту-систему ФСИН, но это возможно только изнутри Российской Федерации. Мы видим, что переписка из Украины очень осложнена. Судя по письму, Саша старается держать себя в психологическом тонусе, ну, таком хотя бы нейтральном, хотя, конечно, психологически это очень тяжело. Он тоже много читает. Для него достаточно типично написать «сейчас я читаю очень мало», и потом он пишет, что он читает и сколько, и, в общем, понимаешь, что он читает намного больше, чем большинство людей, которых ты знаешь. Он пишет о своих впечатлениях, например, от книги «Эффект Люцифера» известного социального психолога Филиппа Зимбарда о том, как власть развращает людей. Это научно-популярное издание, и для него, как для анархиста, это очень важно. О своих условиях содержания он пишет очень скупо, он сравнивает их с, например, расследованием, которое тоже было в «Новой газете», он тоже на нее подписан, как и Олег Сенцов, расследование о издевательствах колоний общего режима в Брянской области. И он написал, что по сравнению с той колонией, вот, о которой он прочитал в «Новой газете», у него все неплохо. И вот эта фраза, которую он использовал во второй раз в нашей переписке за последние годы, что у меня все хорошо, 3 раза в день кормят, ни разу не бьют. В общем, вот, судя по всему, вот это считается все хорошо. Он не ответил, к сожалению, на мой вопрос о его здоровье. Ну, вопрос был поставлен достаточно давно. Последние сведения о его состоянии здоровья поступали от Ларисы Кольченко, от его мамы. Но он ответил на несколько других вопросов, с которыми часто к нам обращаются, вот к проекту «Без границ», к Комитету солидарности с крымскими заложниками. И нас очень часто спрашивают, что посылать, например, посылки, бандероли. Ничего. Пожалуйста, ничего, по одной простой причине. На строгом режиме, цитирую, получение и посылок, и бандеролей разрешено 1 раз в 3 месяца. То есть вы понимаете, что если, например, вы отсылаете посылку, и она попадает вот в этот слот,
первое за 3 месяца. Возможно, там не будет тех вещей, которые человеку очень нужны, но следующую посылку от родных с нужными вещами уже не выдадут. Тем не менее, он пишет, что у него все необходимое есть, а в бандеролях, цитирую, «я заказываю книги». Он старается все-таки читать побольше, тоже изучал иностранный язык. Насчет темы, о которой чаще всего спрашивают, а что писать? Люди, которые не знакомы лично с Сашей Кольченко, с Олегом Сенцовым, писать 4 года спустя «вы там держитесь» как-то уже, конечно, не очень корректно. И Саша пишет, что, к сожалению, он часто откладывает ответы на письма, особенно незнакомым людям, прежде всего потому, что, как он пишет, жизнь тут настолько бедна событиями и источником новых впечатлений и мыслей, что зачастую не знаешь, о чем писать даже знакомым. Наверное, это самая значительная весомая причина, по которой я отвечаю на письма с таким опозданием, а многие оставляю без ответа. Но он просит, чтобы ему рассказывали о новостях, о том, что происходит. Он подписан на «Новую газету», еще на «Популярную механику». Его очень интересуют новости из мира науки и техники. Но вот это плюс российское ТВ пропагандистское, это все его источники информации на данный момент. Поэтому он просит присылать все, начиная от новостей анархистского движения и заканчивая новостями науки и техники, а также просто рассказывать, кто те люди, которые ему пишут, чем они занимаются, что их интересует. У него совершенно очевидный информационный голод. Продолжаем эфир. И с нами на связи Лариса Кольченко, мама Александра Кольченко. Лариса, здравствуйте. Расскажите о том, как себя чувствует Александр, в каких условиях его содержит. Возможно, вам известно об этом больше. Доброе утро. Я была в длительном свидании в октябре у Саши. И хочу сказать, что состояние его здоровья ухудшилось. Он очень похудел, так как организм ослабевает от плохого питания и плохих условий содержания. Но он, как всегда, ни на что не жалуется, не падает духом. Что у него еще нового? Хотел устроиться на работу, чтобы получить какую-нибудь рабочую профессию, чтобы время как-то быстрее проходило. Там ему отказали. Сказали, что с таким набором статей ты нам не нужен. Но он не теряет времени даром, занимается самообразованием, много читает, изучает английский язык, отвечает на полученные письма. Увлекается по психологии, по педагогике, читает Макаренко, Сухомлинского, книги по социологии. И так вот проходит его время. Ну вот здесь у нас в студии Максим Буткевич, он уже сказал о том, как можно поддержать, да, в том числе и вашего сына. Скажите, вот с вашей точки зрения, в какой поддержке сейчас наиболее нуждается Саша? Ну, больше всего в моральной поддержке. И то, что ему пишут письма, это его очень поддерживает. Спасибо вам. Напоминаю, что с нами на связи была Лариса Кольченко, мама Александра Кольченко. Мы продолжаем эфир. Напомню, что у нас в студии Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Максим, тут новости, да, поступили о Геннадии Афанасьеве. Это еще один участник, да, так называемой группы Олега Сенцова, который освобожден сейчас, находится здесь, на материковой части Украины, и удовлетворил Европейский суд по правам человека 2 его жалобы на условия этапирования, да, насколько я понимаю. И мы здесь видим, что, в принципе, да, можно добиваться какой-то справедливости, да, не в том объеме, в котором бы, наверное, хотелось, да, на данном этапе в европейских структурах. Что, можно ли здесь как-то использовать эти рычаги в деле освобождения Олега Сенцова и Александра Кольченко? Очень хотелось бы надеяться, что да, потому что с Европейским судом по правам человека связано несколько, скажем так, оснований для оптимизма, но и надо понимать особенности работы этого механизма. Во-первых, это достаточно долго. Во-вторых, очень многое зависит от того, как именно сформулирована жалоба. Ну и есть несколько очень важных аспектов, в частности, в деле Олега Сенцова и Александра Кольченко, которые, в общем, с трудом, наверное, могут быть рассмотрены в рамках именно текста Европейской конвенции по правам человека. Есть другие международные правовые документы, но, к примеру, одна из очень показательных вещей в деле вот этом крымском Сенцова-Кольченко — это принудительное лишение гражданства. То, что они продолжают настаивать на украинском гражданстве, а
им навязывают российское. И, кстати говоря, Саша Кольченко написал в первых строках письма, что украинского консула, несмотря на все его требования, к нему так и не пустили и продолжают не пускать, и он продолжает требовать. Вот это, кстати, очень конкретное требование, на котором надо продолжать настаивать и далее. Это безусловное нарушение норм международного права, но легче всего было бы с этим иметь дело в рамках Европейской конвенции по гражданству. Украина ее подписала и ратифицировала, Российская Федерация подписала, но не ратифицировала в свое время. А теперь для властей РФ это очень удобно в контексте как раз оккупации полуострова. Ну да, все, что касается задержания, содержания под стражей, условий содержания под стражей, недопуска к правосудию, в частности, особенно. Это все нарушение Европейской конвенции по правам человека, и это может и должно быть оспорено в Европейском суде, хотя мы сейчас видим, что власти России, они, во-первых, все чаще игнорируют решения Европейского суда, во-вторых, там, где можно, они предпочитают просто откупиться небольшими суммами, как в деле, кстати, Геннадия Афанасьева. Спасибо вам. Напоминаю, что у нас в гостях был Максим Буткевич, правозащитник, координатор проекта «Без границ». Обсуждали мы судьбу Олега Сенцова и Александра Кольченко. Не забываем о других политзаключенных, об узниках Кремля. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин сегодня был у микрофона. Всего доброго. Новини Радіо Свобода. Над 150 населених пунктів знеструмлені, проїзд дорогами забезпечений. Українка з першої спроби не пробилася до